Вы слушаете Радио Пурга 101,6 FM. В Анадыре 102,8. Привет, любимая Чукотка, в эфире Радио Пурга, и не могу с вами не поделиться прекрасным событием, точнее, кого я сегодня встретил, и это прекрасная чайка. Прилетели они вновь к нам, а это значит, что пришла весна, ведь где-то предвестником весны является ласточка, у нас это чайка, и они вновь с вами, и это прекрасно. Сначала поеду в лагерь, а потом что мне там делать? Я не знаю, потому что у меня друзей там нету. Ну, в смысле нету? Ну, ты заведешь своих друзей. Ну, а вдруг со мной никто не хочет общаться? Потому что, допустим, у меня волосы не такие, как у всех. И что? Саш, на материке много детей, у которых есть какие-то свои особенности. Крашеные волосы, дреды, сережки, я не знаю, там зеленые волосы, фиолетовые волосы. Поэтому это не проблема для общения, понимаешь? Проблема в общении, если у тебя плохой какой-нибудь характер, и ты не можешь с людьми сходиться. Нормально. Посуду можно было бы и помыть. Я вообще-то с тобой разговаривала. Что мне с собой на память здесь? На память? Да. Не знаю. Уже? Вот это да. В мае чайки уже приносят яйца. Не ожидал, конечно. Это какое-то маленькое прям. Темных точек меньше тоже. А яйцо светлее. Вы слушаете Радио Пурга 101,6 FM. В Анадыре 102,8. Как стало известно, вместе с весной к нам приезжает десант орнитологов. Теперь мы с вами гораздо больше будем знать о птицах. И главное, не пропустите интервью на волнах Радио Пурга. Орнитолог здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопросов несколько. Так. Касается чаек.
чаек стало так много, что они размножаться вот начали на крышах, на островах, где раньше вот во многих лагунах были острова, которые называли гагачьи. Теперь все эти острова уже чаячьи, а не гагачьи. Ну вот эти вот чайки, которые здесь большие, их серебристые чайки называют, у них года 3 идет развитие, пока они приобретут окончательный свой наряд. До этого они пестрые, у них сохраняются серые перья в хвосте, в оперении. Вот за счет этого их определяют возраст. Неужели прилетел? Ой, да ты ж мой хороший. Неужели ты прилетел? Иди ко мне, мой маленький. Иди сюда. Обращайся. Приятного аппетита. И уже на протяжении вот этого большого времени, уже прошло практически сколько, 9 лет, да? Он прилетает каждый год, и уже наши знакомые знают, что есть чайка такая, и уже на работе там знают, и когда прилетают первые чайки, мне сразу начинают задавать вопросы, ну что там, типа, твоя-то прилетела или не прилетела? Ма, Да. чего люди чайку любят? Ну, наверное, потому что они громко кричат, мешают спать. Мне нравится, как кричат. Наверное, у нас чайка такая хорошая, что ничего этого не делает. Ну, конечно. Первоначально просто это происходило так, как и у всех, в принципе, людей. Что-нибудь там бросил, чайка прилетела, много-много, причем чаек прилетело и так далее, да. Но вдруг прилетела одна и села просто на подоконник. Ну, нам стало интересно, мы ее как бы, дали ей что-то поесть. Потом она еще раз прилетела, еще раз. И так было, продолжалось все лето. Сомнений снова пройдет. Время стало, время не в счет. Птицы белые к солнцу взлети, но любимое не ищи. Прощай, прощай.